6 ноября около 20 женщин, сыновья и мужья которых отбывают длительные сроки в исправительных учреждениях Узбекистана, собрались в Главном управлении пенитенциарной системы, чтобы выразить свои опасения и требования. Собравшиеся женщины рассказали журналисту узбекской службы BBC, что их супруги, сыновья и братья подвергались психологическому и физическому насилию в нескольких тюрьмах по всей стране и что тюремные власти не признают проблем со здоровьем заключенных. По словам родственников осужденных, отбывающих наказания по религиозным обвинениям, пытки участились в период карантина. Женщины заявили, что они в течение длительного времени не могли видеться со своими близкими. Также женщины рассказали, какого рода пыткам подвергались за последнее время их родные. Так, Сурайо Ходжаева, мать осужденного Амирбека Ходжаева, рассказала, что в начале введения карантина ее сына перевели в 11-е исправительное учреждение в Новоинской области и периодически подвергали пыткам. Один из заключенных, переведенный на колонию поселения и ранее отбывавший срок вместе с моим сыном, рассказал мне, что сына постоянно помещают в карцер. После этого я настоятельно потребовала и добилась 2-часового свидания с сыном. Мой сын во время свидания рассказал о пытках. Администрация учреждения запретила ему совершать молитву, также держать пост во время месяца Рамазан. За отказ подчинения этим требованиям его избивали, засовывали головой в унитаз, угрожали засунуть дубинку в задний проход, отбили пятки и насильно заставили его принять пищу. Другая женщина, супруга осужденного Камола Шойсломова, также рассказала о применении пыток в отношении ее супруга, отбывающего срок в ИК-4 Новоинской области. До сих пор продолжаются применение пыток и оказание давления в отношении супруга. Только недавно я посещала его. Он рассказал, что побои до сих пор применяются. Ему выбили еще один зуб, и я уже неоднократно обращалась с жалобами и в прокуратуру, и к омбудсмену, и к начальству ГУИН, но никто не реагирует. Латофат Набиева, мать осужденного по религиозным обвинениям Фаруха Юлдошева, живущего за решеткой уже 20 лет и находящегося в данное время в ИК-11 Новоинской области, рассказывает, как ее сын во время положенного телефонного звонка 11 июня 2020 года сказал, что подвергается жестоким пыткам и давлению со стороны сотрудников учреждения. Также и другие женщины рассказали о применяемых пытках в отношении их родных и близких в разных учреждениях пенитенциарной системы Узбекистана. Все они заявляют, что на жалобы в различные инстанции никто не реагирует, но даже в случае проверок работники прокуратуры не общаются с осужденными, а довольствуются отписками администрации пенитенциарного учреждения. Напомним, что в январе 2019 года в ходе видеоселекторного совещания президент Узбекистана выразил свою озабоченность наличием пыток в стране весьма оригинальным способом. Самое тревожное – это то, что в Андижанской области продолжаются случаи получения показаний под применением пыток, насилия и издевательств. Вы все про это слышали, конечно, о противогазах и дубинках. У руководителей Андижанской области большой опыт в этом, в частности у Сабирова. Я не зря его отправил в эту область. Эти игры с дубинками, противогазами – это вещи из прошлого, не нужны в Узбекистане. Весь мир смотрит на нас. Каждый день в интернете выходит по 1000 статей об Узбекистане, минимум 700-800. Даже в Эфиопии пишут об Узбекистане. Каждый наш шаг находится под контролем мирового сообщества, заявил тогда Мирзияев. Тем самым президент Узбекистана дал понять, что в вопросе пыток его беспокоит лишь испорченный имидж его и страны, а вовсе не искалеченные и убитые люди. Как показывает время, какие бы реформы ни объявлял Шавкат Мирзияев и как бы ни обещал прекратить насилие над осужденными за религию, жестокие пытки в пенитенциарных учреждениях Узбекистана продолжаются. Впрочем, западные страны, как обычно, сделали вид, что поверили в проводимые реформы и в то, что ситуация изменилась к лучшему. Мухтарам Раис Вулкан Баскир Джанаплары.
Так, 13 октября этого года делегаты Генеральной Ассамблеи ООН избрали 15 новых членов Совета ООН по правам человека, СПЧ, в числе которых неожиданно оказался и Узбекистан. Узбекистан привержен продолжению масштабных реформ под руководством президента Шавката Мирзияева и внесению вклада в продвижение прав человека во всем мире, написал по этому поводу в Твиттер заместитель министра иностранных дел страны Шерзот Асадов. Vaholanki men xo'jayinimdan so'ragandim, meni oldimga hech kim kelmadi dedilar. Prokuratura